показываем свои максимальные результаты, на все, что мы способны. Мы верим в каждого из вас, так что давай кто баху. Организаторы Всероссийской олимпиады школьников дают старт отборочному этапу. Свой пилотный проект Россети запустил и в Ингушетии. Математика, физика и информатика, знание точных наук для участников состязания обязательно. Ведь именно эти предметы важны для тех, кто желает освоить электроэнергетическую профессию. Шансом получить большой практический опыт решила воспользоваться и Амина Гадаборшева. Мне кажется, я со всеми заданиями справлюсь. Я вот посмотрела задания, буду работать. Бывали призовые места. Вот я была на олимпиадах, там и первые места, и вторые, и третьи. И я тоже на эту олимпиаду рассчитываю. В олимпиаде принимают участие лучшие из лучших, поэтому участники этого интеллектуального состязания могут похвастаться хорошей конкуренцией. Если одни не тратят время на излишние переживания, то другие, напротив, борются с волнением. Анзор Мартазанов признается, легкий мандраж есть, но сдаваться и тем более уступать кому-то в битве умов не намерен. Это совершенно другой уровень. Это не уровень средней школы, конечно. И чтобы достичь таких знаний, нужно посещать дополнительные занятия и так далее. Но если чуть-чуть поразмыслить, то можно добиться всего. Желающих проверить знания оказалось больше, чем предполагалось. Почти сотня учащихся из различных районов республики. В рейтинге самых активных лидируют сунжинские школьники. Приятно удивило организаторов и женская половина участников. Специальность сама по себе мужская такая, да, электромонтер, электромеханик, там, электрослесарь. Но в большинстве своем заявки на участие в Олимпиаде мы получили от девушек. Это где-то 62 девчонки подали заявки на участие в этой Олимпиаде. Олимпиада проводится в 2 этапа. Отборочно позволит оценить уровень подготовки участников по 3 предметам. А во время заключительного они попробуют применить имеющиеся знания в решении прикладных задач в области электроэнергетики. При условии, что количество полученных баллов по каждому предмету у участника не менее 40, победитель первого этапа награждается дипломом первой степени. Отборочного этапа призеры дипломами 2 и 3 степени. Победители, призеры 2-го этапа Олимпиады получат право участвовать в энергетической проектной смене в одном из престижных образовательных центров на морском побережье. Выявить одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению учащихся – вот главная цель организаторов Олимпиады. Инициативу энергетиков поддержали и в региональном Минобре. Ребята смогут не только выбрать востребованную и интересную профессию в области электроэнергетики, но и заранее начать готовиться к поступлению в вуз. Так называемая «Светлая Олимпиада» станет для них возможностью реализовать свои идеи и планы. Мадина Пугоева, Мэрбек Миржоев, Новости 24.